Дорогу осилит идущий, ибо дорога без идущего – пустота. Мир вокруг дороги зависит от того, каким мы его создадим, как мы его украсим, сможем ли мы сделать его краше и богаче. Как обычно, Михаил Спиридонович идет на работу пешком, взяв в руки палки от скандинавской ходьбы, которой увлекается уже не первый десяток лет. Свежий морозный воздух, энергичные движения, давно знакомый маршрут по родному селу, чистый белый снег. Именно такие минуты являются для идущего свободным временем для дум о себе, о работе, о вечных ценностях в постоянно меняющемся мире, о времени прошедшем, настоящем, о планах на будущее. Для того, чтобы узнать жизненный путь нашего героя, познакомиться с его работой и размышлениями, приглашаем вас прожить с ним его обычный будничный день. 50 лет педагогического стажа позволяют Михаилу Спиридоновичу, перелистывая свой семейный альбом, погружаться в историю образования не только района, но и всей большой нашей страны. События и образы, запечатленные в старых фотографиях, это мгновение его личной истории, вплетенной в историю страны по имени Россия. В 50-е годы был воспитанником Тайбакойского детского дома, прошел трудовую школу великого педагога, героя социалистического труда Георгия Бессонова. В 60-е окончил Благовещенский педагогический институт, начал трудовую деятельность в самом далеком селе Сунтарского района, прошел службу в радиотехнических войсках на острове Итуру. В 70-е и 80-е годы был военным руководителем и учителем физкультуры в Сунтарской школе номер 2, заместителем директора по воспитательной работе Сунтарской средней школы номер 1, воспитателем интерната Сунтарской санаторной лесной школы. Спартакиады, эстафеты, конкурсы, фестивали, единая система внеурочной работы, массовые праздники населения, парады победы, в каждом из которых учитель играл ключевую роль. Все это в комплексе формировало позицию педагога, оттачивало его мастерство. Массовый спорт, туризм, гражданская оборона, коммунистические субботники, производственные компании, лагеря труда и отдыха, которые играли важную роль в жизни учителя и его учеников, все это сегодня вспоминается с ностальгией. Чувствовались патриотический подъем, радость и энергетика общей солидарности, дух гражданственности и ощущение стабильности основ жизни. Успешное использование этого бесценного багажа в сегодняшней своей работе – один из секретов успеха педагога. Запускаются программы, интересные здесь и сейчас, для школьников сегодняшнего дня, в которых чудесным образом переплетаются опыт педагога советской школы и его способность гибко реагировать на изменяющийся мир. Неудивительно и то, что траектория движения нашего героя привела его в систему дополнительного образования, которая привлекает его свободой выбора и реальностью воплощения своих замыслов. 5-й год работает педагогом дополнительного образования, руководителем военно-патриотического клуба «Эрхогун» для младших школьников. Нашего героя можно гордо назвать педагогом открытой школы. В открытом мире возникают иные целеполагания, действуют иные системы ценностей, и здесь педагог может задать свой вектор движения и развития. Понимая то, что только дополнительное образование дает возможность использовать свой интеллектуальный и творческий потенциал, внутренние ресурсы, свое видение мира, Михаил Спиридонович большое внимание уделяет разработке и реализации авторских образовательных программ и проектов для мальчиков. В современных условиях очень важно обратить особое внимание на воспитание юношей, мальчиков. Мальчики, юноши, мужчины требуют к себе особого внимания, особого обращения, особой индивидуальной работы. Это пространство самостоятельности, ответственности, творчества педагога. Система работы педагога становится мощным стартовым фактором формирования мужского характера на этапе детства, младших школьных лет в интересах личности, семьи, общества и всей страны.
Не столько накопленный опыт и авторитет, а постоянно обновляемое содержание деятельности человека, оптимизм, состояние молодости привлекают к Михаилу Спиридоновичу детей, родителей, коллег. Даже беглого взгляда на историю села достаточно для того, чтобы удостовериться в том, что именно общественные объединения села, личности с интересными идеями и организаторскими умениями, умеющие объединить вокруг себя множество народа, умеют внести разнообразные краски в умеренную жизнь села. Михаил Спиридонович является солистом мужского вокального ансамбля «Өрегөй», который является неоднократным дипломантом республиканского конкурса «Поющее мужское братство». В составе ансамбля выступал на многих престижных сценах не только республики, но и далеко за ее пределами. Один из активных участников деятельности Совета отцов, член спортивной федерации района по национальным настольным играм, активный лидер деятельности органа территориального общественного самоуправления, постоянный судья соревнований по городкам, судья комплексной спартакиады по нескольким видам спорта. Личность педагога в центре всех событий общественной, спортивной, культурной жизни своего наследия и района. Как наставник и руководитель проектов привносит в жизнь нашего коллектива что-то новое, важное для него, которое становится важным и для нас. Весь коллектив стал заниматься в манеже спортивной школы. Наши традиционные праздники, выезды на природу обогащаются играми, которые проводит Михаил Спиридонович. С этого года мы все встали на лыжи и коньки, готовимся к сдаче нормативов ГТО. Играем в национальные игры «Городки». Сохранение здоровья, забота о своем физическом состоянии, общий интерес к рыбалке, охоте становится новой традицией в жизни нашего коллектива. Семья – оплот и надежный тыл нашего героя. Агафья Андреевна – руководитель хорового коллектива Сунтарского технологического колледжа, солистка женского ансамбля «Кölükecen». Две внучки пошли по стопам дедушки. Внучка Александра – инструктор по физической культуре детского сада Туллукчан. Вторая внучка – студентка Института физкультуры и спорта. Михаила Спиридоновича можно назвать начинателем педагогической династии учителей физкультуры. Я знаю Михаила Спиридоновича очень давно. В школьные годы мы вместе учились, в студенческие годы тоже в городе Благовещенске, в пединституте. С тех пор я хорошо знаю его. Михаил Спиридонович, он целеустремленный человек. Если он взялся за дело, обязательно до конца доводит. Михаил Спиридонович в нашей школе уже работает лет 5. За это время обучил он наших детей патриотизму, стали дети более мужественными и занимается с детьми интересно, проводит интересные мероприятия. Я хочу стать военным, а я стал мужественным и отважным и ловким. Наш взвод идет к успеху. Желаем Михаилу Спиридоновичу в республиканском конкурсе победу! Меняется время. Согласно требованиям времени меняются ориентиры работы. Но в вечной нашей профессии секрет успеха педагога прост. Детей надо любить и отдавать им свое сердце. С ними надо быть искренними, честными, объективными во всем. В них надо верить. Дети веру эту чувствуют. Эта вера вселяет в них силы, формирует личность, помогает им найти себя в этом сложном мире. С этим кредо живет, работает педагог дополнительного образования Михаил Спиридонович Кириллин, отличник просвещения РСФСР, отличник образования Республики Саха-Якутия, ветеран труда и спорта, почетный гражданин села Сунтар,
обладатель гранта главы Сунтарского наслега за вклад в развитие наслега. Уверены в том, что знакомство и общение с нашим педагогом, изучение его педагогического опыта оставит в ваших сердцах и душах незабываемый след, рождая оптимизм, веру, надежду и любовь. Дорогу осилит идущий, если у него четкие цели, уверенное движение, чувство нового, верные спутники, умение создавать жизнерадостное пространство. Увлеченный педагог вместе со своими воспитанниками творит историю их будущей счастливой в жизни, которые строятся на сегодняшних будничных занятиях, больших и малых интересных делах, победах и поражениях, знаниях и открытиях.